поселке Чульман Нерюнгринского района произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом деревянном доме. Без крыши над головой остались 9 семей. К несчастью, есть погибший. Подробности у Надежды Акимовой. В ночь 4 января на 5 в 20 минут 3-го дом по улице Первомайская, 9 начал полыхать пламенем. В считанные минуты деревянную застройку охватило сильным огнем. Жители спасались, выпрыгивая из окон своих квартир. Елена Гантимурова, одна из пострадавших. Вместе с 2 детьми женщина выпрыгнула со 2-го этажа, чтобы спастись. Выбили окно, он прыгнул, бросили маленького, 1 и 8 ребенка. Он его поймал, успел. А потом 7-летнего сына, потом уже прыгнула я. Потом начали уже бить стекла Черепановы. Во время пожара погибла женщина. Потому что у нас входная дверь уже горела. И уже повалил дым. Ничего спасти нельзя было. Можно было, если бы 3 пожарки приехали и тушили бы. И человека спасли бы. На сегодняшний день пострадавшие вынуждены находиться у родственников. Одна семья проживает в гараже. Имущество не спасли, идти многим некуда. Значит, у них 4 детей и один младенец в роддоме с мамой. Да. То есть его привезти даже некуда. Все сгорело, вещи люди купили, сделали ремонт и лялечку. То есть упаковать даже не во что. Администрация поселения принимает меры, но пока расселить погорельцев некуда. В Чульмане отсутствует маневренный фонд. Остается только надеяться на республиканские власти. Было принято решение, так как этот дом стоит в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, то сегодня будут направлены все усилия на то, чтобы ускорить получение средств по этой программе для покупки этим жильцам квартир именно в рамках программы. Жители района собирают помощь пострадавшим. Во всех семьях есть несовершеннолетние и новорожденные дети. Помощь погорельцы готовы принять любую, от канцелярских товаров до теплых вещей. Вопрос о временном размещении остается открытым, но надеемся, что он скоро решится. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха-Нерюнгри.